начале февраля Якутск был назван столицей тотального диктанта в 2021 году. Город принимает участие в тотальном диктанте с 2013 года. Всего в субботу по региону в рамках акции открылись 306 площадок, из них 154 дополнительные площадки на базе районных школ. Всего в Якутске открыли 24 площадки. Одна из них проходила в историческом парке «Россия. Моя история» Якутии. На площадке диктанта собралось более 80 смельчаков, решившихся оценить свои знания по русскому языку на всероссийской акции «Тотальный диктант-2021». Диктант проходил в строгом соответствии рекомендаций Роспотребнадзора. Среди участников были как школьники, так и те, кто в последний раз писали диктант более 30 лет назад. Это еще раз подтверждает, что быть грамотным важно для каждого. Текст акции этого года составлен по рассказу «Обещание» Дмитрия Глуховского и состоит из 5 частей. Но участники сегодня писали лишь первую часть «Море». Диктовала волонтер, студентка-заочница Юлия Мухаметова. Честно, для меня это было очень волнительно, и так как город Якутск стал столицей тотального диктанта, это большая гордость и честь. И я как диктующий, как один из главных, наверное, людей, который представляет и читает, собственно, этот текст, для меня это большая ответственность. Я не ожидала, что будет столько человек. Это даже удивительно, на самом деле, потому что столько людей вовлечены и готовы показать свои знания и то, что русский язык – наша сила. Вместе с гостями мероприятия диктант написали и сотрудники исторического парка. Некоторые участники пришли не впервые, чтобы сделать работу над ошибками и улучшить свои результаты. Одна из участниц призналась, что была недовольна своей оценкой в прошлый раз и теперь надеется ее исправить. Результаты тотального диктанта будут известны уже 15 апреля на официальном сайте акции totaldict.ru. Исторический парк «Россия. Моя история» традиционно выступает одной из самых интересных площадок в городе Якутске. Она обладает не только удобным конференц-залом, но и многочисленными мультимедийными выставками. Участникам тотального диктанта повезло больше. Они увидели новую выставку «Путь к звездам» к 60-летию первого полета человека в космос. И неудивительно, что именно здесь произошла встреча с якутянином Ниргуном Васильевичем Карповым, единственным из Якутии военнослужащим срочной службы советской армии, который прошел свою службу на космодроме Байконур. Я считаю, что мне повезло, потому что в 1987 году я учился как раз в Москве, закончил первый курс, и меня в составе московских студентов, учившихся в технических вузах, призвали на секретный объект космодром Байконур. Попал я в роту охраны, потому что хорошо занимался легкой атлетикой и другими единоборствами, в том числе боксом. И попал в роту охраны. И 2 года охранял стратегически важный объект, первую площадку, стартовую, космодром Байконур, гагаринский старт, так называемый. 25 лет секретности прошло, поэтому я уже могу об этом говорить. Это была боевая часть, это было боевое подразделение роты охраны. Нас учили охранять всеми способами стратегически важные объекты. Как я потом узнал, из районов Крайнего Севера был такой секретный приказ Министерства обороны, не призывали в районы Средней Азии, потому что по климатическим условиям северяне не могли адаптироваться и жить в очень жарких, сухих условиях. Тем не менее, я попал как студент и как достойный, скажем так, солдат своей родины. Я исправно исполнял 2 года свой долг, выдержал все, и температура была за 50. Байконур, степь бескрайняя, насколько хватит глаз. Байконур, ты опять с собой объединяешь нас. Байконур, днем и ночью продолжается полет. Байконур, ложь и сплетни о тебе не в счет.
Но больше всего мне запомнились, конечно, международные запуски пилотируемых кораблей. Я лично участвовал на 3 международных запусках и на 25 обычных запусках пилотируемых. То есть каждый месяц у нас стабильно по 1, по 2 раза улетал «Союз». Впечатлил Байконур тем, что там было все строго по площадкам. Я насчитал где-то примерно 79 площадок, различных площадок. Каждая площадка – это какой-то объект. Рядом с нами была 49-я площадка, на ней строился, стоял очень долго. И потом в 1988 году запустился «Буран». Мы его видели далеко в степи, в бинокле смотрели, да, стоял «Буран», блестел весь. Очень долго он стоял, года 2 он стоял. И вот в один из дней нас вывезли очень далеко, в сторону станции Тюратам, Ленинск, это город Ленинск. Это было 47 километров от площадки. И все равно был такой взрыв, такой мощности, что когда мы приехали обратно, у нас в казарме все стекла были выбиты. Мы их заново восстанавливали все. Это грохот стоял на 100 километров, в радиусе 100 километров стоял сильный грохот. Первый успешный запуск «Бурана», он потом обратно прилетел, смотрел весь мир за этим, а мы смотрели как бы воочию, получается. Вот, и еще один раз я присутствовал в километровой зоне, это ближайшая зона от старта. Там до него 500 метров, первый командный пункт, там толщина стен 5 метров, толщина стекол 3,5 метра. И вот мы там стояли, смотрели, наблюдали. А вообще это очень опасный объект, и находиться ближе километра там не допускается. Ближайший периметр охраны – это километр, а командный пункт стоял в 500 метрах от старта. Больше всего запомнилось, был советско-французский запуск, приезжал Франсуа Миттеран. И также в честь этого приезжала группа Pink Floyd, выступала как раз на старте. Я стоял как раз в охране, не был на концерте. Вот. Но по словам моих сослуживцев, все было очень красиво. Было лазерное шоу, Pink Floyd выступал, Миттеран был, наш президент был, Горбачев, по-моему, тогда, да. И все было очень красиво. Всем вручали потом памятные, эти грамоты благодарности. Мы ехали и охраняли ракету, 20 человек до старта, за 3 дня до старта вывозили ракету на старт. Это было впечатление, да. То есть мы стояли, прикасались к этой ракете и охраняли ее по периметру. Ракета сама представляет собой очень сложный комплекс, который, вообще трудно представить даже в те времена, 87-89 года. Вот. А сейчас, наверное, еще сложнее. То, что тут у нас падают части ракет, это надо принять и исходить из того, что это как данность. И стараться минимально просто сделать для себя минимальный вред из этого. Поздравляю всех жителей республики
С Днем космонавтики. Всех, кто служил в армии, поздравляю тоже с Днем космонавтики. Космонавтика – это наше будущее, в котором мы уже сейчас живем. Всем спасибо. Не герои рассказов и прозы, ответственность только держись. Потому и в жару, и в морозы каждый старт для них целая жизнь. Будем помнить всех тех, кто умели мыслить ярко вперед на года. Королев и сгоревший Неделин с нами в наших сердцах навсегда. Байконур, степь бескрайняя, насколько хватит глаз. Байконур, ты опять с собой объединяешь нас. Байконур, днем и ночью не кончается полет. Байконур, это лучший в мире боевой расчет. Байконур, слава Богу, не кончается полет. Байконур, это лучший в мире боевой расчет. Исторический парк «Россия. Моя история» ждет вас на выставку «Путь к звездам» к 60-летию первого полета человека в космос. Спешите! Мультимедийная экспозиция будет доступна только 1 неделю с 11 по 18 апреля этого года. Вход свободный. Приходите, будет действительно весело и интересно. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.ТВ, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.